Продолжаем эфир нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. Начнем с курса валют. Итак, курс доллара, который Центробанк установил сегодня, составил 63 рубля 71 копейку. Евро же остановился на отметке в 70 рублей и 52 копейки. Касаемо обмена долларов в Якутске, по обеим позициям лидирует Россельхозбанк. Покупает за 63 рубля 60 копеек, продает за 64,10. В выгодном обмене евро лидирует все тот же Россельхоз, покупает европейскую валюту за 70 рублей 10 копеек, а продает за 70 рублей и 65 копеек. Совет Федерации сегодня обсудит бюджет на предстоящие 3 года. С докладами по этим вопросам выступят первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Отмечается, что сенаторы обсудят поправки о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения и об изменении порядка тестирования адвокатов. Также ожидается, что будет одобрено расширение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. Строительство моста через Лену не потребует корректировки бюджета Якутии в 2020 году. Об этом сегодня сообщил глава региона СН Николаев. Он отметил, что первые этапы проекта должен финансировать инвестор в рамках частной концессионной инициативы. По его словам, руководство региона исходит из тех условий, что средства частного инвестора будут достаточно большие. Финансирование в 2020 в случае принятия частной концессионной инициативы может пройти за счет средств концессионера. Ранее наш телеканал сообщал, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов. В следующем году планируется запустить в серийное производство первый российский электромобиль. Подробнее в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, что интересного производители могут предложить покупателям в этот раз? Василий, наверное, самым интересным можно назвать то, что цена автомобиля в базовой комплектации будет находиться на отметке всего 450 тысяч рублей. Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Российский электромобиль Zeta планируется запустить в серийное производство в первом квартале следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, спецификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе. Планируется, что российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию Zeta будет входить батарея на 200 километров хода. Также электромобиль оснастят передним или полным приводом. Ожидается, что будет производиться в год до 15 тысяч электромобилей, при этом порядка 10 тысяч из них будет экспортироваться. Самый известный на данный момент электромобиль Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и их изобретателя Илона Маска в России можно приобрести по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей. Обратиться за пособием по уходу за ребенком или, например, встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя россияне теперь могут по месту нахождения, а не только по месту официальной прописки. Это стало возможным благодаря переходу Фонда социального страхования Российской Федерации на предоставление услуг по экстерриториальному принципу. Как отмечают в фонде, новый принцип позволяет минимизировать материальные и временные затраты граждан и юридических лиц при получении государственных услуг. Экстерриториальность направлена прежде всего на повышение доступности этих услуг и качества их оказания. В региональных отделениях Фонда социального страхования России отмечают, что новый принцип предоставления государственных социальных услуг весьма востребован среди граждан и юридических лиц. Госдума рассмотрит поправки к Гражданскому кодексу, устанавливающие новые возможности правительства по введению в России принудительного лицензирования лекарств и медизделий. Правительственный документ внесен в парламент Федеральной антимонопольной службой. Служба предлагает дополнить статью 1360 Гражданского кодекса, которая описывает условия введения принудительного лицензирования формулировкой в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан. Как ранее поясняли Федеральной антимонопольной службе, прежде всего нововведение касается препаратов для людей с неизлечимыми заболеваниями. Отмечается, что в мире уже есть практика принудительного лицензирования препаратов. Если иностранная фирма, обладающая патентом на лекарство, будет необоснованно завышать цены либо прямо отказываться от поставок в Россию, то правительство сможет выдать разрешение на производство этого лекарства российской компании.
В Якутии за 9 месяцев текущего года в промышленные предприятия трудоустроены 6060 местных жителей. Напомню, 22 июля этого года вышло распоряжение правительства России о трудоустройстве граждан в промышленные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Республики Саха-Якутия в 2019-2024 годах. В документе утвержден план трудоустройства в промышленные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность в республике, в том числе вахтовым методом, и план профессионального обучения граждан на 5 лет. В настоящее время в приоритетном республиканском проекте «Местные кадры в промышленности» участвуют 25 компаний. Всего до конца 2024 года планируется трудоустроить в промышленных предприятиях 27 487 местных жителей. Но работники вредных и опасных производств транспортной отрасли, пищевой промышленности, а также лечебно-профилактических и детских учреждений смогут проходить обязательные медицинские осмотры дистанционно. Соответствующим законопроектом выступил Минздрав. По мнению экспертов, переход на удаленный мониторинг занятых в этих сферах позволит работодателям экономить средства и получать более точные данные о здоровье работников. В настоящее время, согласно требованиям Трудового кодекса, часть работодателей обязана организовывать для своих работников предварительные при поступлении на работу и периодические в течение трудовой деятельности медицинские осмотры. Сейчас же Минздрав предлагает ввести новый способ профилактики производственного травматизма – дистанционный контроль параметров состояния здоровья гражданина. Проект определяет его как комплекс медицинских обследований с применением телемедицинских технологий и медизделий, позволяющих удаленно судить о состоянии здоровья работника. Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг сегодня начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции «Черная пятница», которая начнется в ночь с четверга на пятницу. В этом году «Черная пятница» пройдет в России в 7-й раз. Представители ряда интернет-магазинов отмечают, что средний чек заказа в «Черную пятницу» выше обычного на 10-15%. При этом каждый третий клиент, совершавший покупку в период распродажи, возвращается за повторными заказами. По прогнозам, к концу распродажи выручка от «Черной пятницы» вырастет минимум в 2,5 раза относительно среднего показателя в течение года. Топ-3 самых популярных категорий по объему выручки в этот период традиционно представлен электроникой, одеждой и детскими товарами. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, ну а свежая и актуальная информация из мира экономики обязательно появится в следующих выпусках. Да, спасибо, Иван. С экономической ситуацией в стране нас ознакомил мой коллега Иван Лазаренко. Так, двигаемся далее. Открытие переправы через реку Лену по предварительным данным от ГИМС было запланировано на 25 ноября. Как дела обстоят сейчас? С нами на прямой связи корреспондент Полина Долинская. Она поделится подробностями. Полина, тебе слово. Здравствуй, Василий. Сейчас мы находимся на ледовой переправе, ледовая переправа Хатас-Павловск, для того, чтобы дать информацию актуальную по поводу открытия ледовой переправы, необходимо провести первоначальные работы. Сначала была проверка документации, этим занималась МЧС России по Республике Саха-Якутия. После этого проводились контрольные замеры толщины льда. Допустимая толщина льда для того, чтобы открыть переправу для автомобилей весом до 3 тонн, должна быть не менее 38 сантиметров. Первый замер прошел в районе начала переправы, второй контрольный, он проходил в середине реки. Сейчас главная государственная инспекция по маломерным судам отправилась дальше, на Нижний Бестях, где уточнят наличие необходимого инвентаря для открытия переправы. И после этого будет официальная информация, открыта переправа или нет. Несмотря на то, что официальной информации не было, вы можете видеть, как машины все равно переправляются через реку. И мы заранее... Нам дали комментарии свои в Государственной инспекции по маломерным судам. Предлагаю послушать. Старший инспектор по государственной инспекции сообщил о том, что люди все равно ездят в социальные сети, распространяют недостоверную информацию об открытии переправы. Но эта информация будет ближе к сегодняшнему дню. Сегодня она будет конкретно доступна для всех жителей города Якутска, а также республики. На этом у меня все. Василий. Да, Полина, спасибо за информацию. Напомню, что с нами на прямой связи была наш корреспондент Полина Долинская.
Двигаемся далее. Ремонтные работы энергоблока номер 2 с реконструкцией теплоагрегата завершили на Нерюнгринской ГРЭС. Ремонт не отразился на начале отопительного сезона в Нерюнгринском районе и не влиял на теплоснабжение потребителей, так как в работе постоянно находились два энергоблока НГРЭС-1. Отмечается, что работы на энергоблоке были начаты в июле 2019 года. За период ремонта энергетики заменили 25 тонн теплового оборудования. Сумма работ на электростанции составила без малого 145 миллионов рублей. Более 400 домов в Алдане признаны ветхими по программе переселения. Жильцы должны получить квартиры. Во второй этап программы попали свыше 230 многоквартирных зданий. Сейчас наша съемочная группа находится в доме номер 21 по улице Дзержинского в городе Алдане. И на прямой связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, здравствуй, ждем подробностей. Василий, здравствуй. Дом под номером 21 по улице Дзержинского давно исчерпал свой ресурс. Полы проваливаются, перекрытие ведет. Здание проседает. В комнатах могло бы быть комфортно, но тепло не задерживается. В стенах зияют многочисленные щели. Чтобы в квартирах можно было существовать, жильцы стараются поддерживать дом своими силами, говорит жительница одной из квартир Галина Поспелова. Галина, что делаете для того, чтобы можно было хоть как-то жить, хоть как-то поддерживать температуру? Ну, что мы делаем? Мы своими силами все поддерживаем. Это самое. Окна сгнили. Куда деваться? Конечно, пришлось не то, что пришлось, а нас заставили взять в собственность квартиру эту полностью. Мы поменяли окна пластиковые, сделать, чтобы это поменяли венцы под окнами, поменяли двери, поменяли полностью. Вот, то были большие щели такие, все выдувало. Вот, холода были, холодно сильно было очень. Светлана Коновалова проживает в доме с 92 года. У нее в квартире тоже очень холодно. Верно, Светлана? Да, очень холодно. Стены отходят, как мы пытаемся. Как могла, залезла, заделала это все. Но опять стены отходят и становятся туда. Затыкиваем тряпками. Батареи стоят у нас на подставках, чтобы не обрушились и не сварили кипятком или чем-то водой вот это не залили. И при том, при всем, что у меня есть малолетний проживающий ребенок. Это внук мой. Сколько мы не обращались, ВОЗ и ныне там. Через 2 года деревянная двухэтажка по улице Дзержинского отметит 40-летие. Правда, жильцы надеются, что до юбилея дома они все же отметят новоселье. Дом стоит в очереди на переселение. Как нам пояснили в администрации города, в 2020-м очередники получат квартиры. Это сказал глава города Александр Бугай. У нас сегодня по Алдану признано 437 домов. Второй этап программы, так будем говорить, да, вошли 236 по деньгам. Не то, что, сколько денег дали, вот 236 домов вошло. 201 дом прошли экспертизу, заключение, признаны аварийно, но они попадут в дальнейшую программу после 2025 года. Да. На сегодняшний день всех махом не пересели. Поэтому я сегодня призываю людей, потерпите, и программа будет. Как нам пояснили в администрации города, дом под номером 21 по улице Дзержинского проблемный. Из старожилов здесь всего несколько семей, а многие квартиросъемщики не имеют документов, подтверждающих право собственности. Василий. Да, Татьяна, спасибо за столь обширный обзор данной ситуации. Я напомню нашим телезрителям, что на прямой связи из Алдана была наш корреспондент Татьяна Вахнина. А сейчас переходим к мировым новостям. Спасательное судно Ocean Viking причалило в порту Мессины в воскресенье и высадило 213 мигрантов, которые были подобраны в море. На кадрах видно, как судно, управляемое гуманитарными организациями СОС Медерайн и «Врачи без границ», приближается к гавани до того, как мигранты, в том числе и дети, высадятся на итальянской земле. Сообщается, что мигранты были подобраны после 3 спасательных операций, которые состоялись на прошлой неделе. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии, мигранты будут перераспределены Италией, Францией, Германией и Мальтой в соответствии с соглашением о перераспределении морских мигрантов, достигнутым указаниями
с указанными странами в сентябре. Врачи без границ снова призвали правительство Европейского Союза обеспечить устойчивый и скоординированный ответ на продолжающуюся гуманитарную катастрофу в Средиземноморье. Двигаемся далее. В Египте обнаружили масштабное захоронение мумий животных и птиц. Древний могильник нашли еще в прошлом году в тайнике к югу от Каира, однако египетские власти представили его только в эту субботу. С подробностями Артем Сторонов. Египетские власти в субботу представили обширную коллекцию мумифицированных животных, обнаруженных в прошлом году в тайнике возле некрополя Саккара к югу от Каира. Среди находок мумии кошек, крокодилов, кобр, птиц, а также самый большой в мире жук-скоробей. По словам археологов, рентген показал, что 5 самых крупных мумифицированных кошек, скорее всего, на самом деле были львятами. Вместе с мумиями специалисты нашли маски, статуи, в том числе 75 деревянных и бронзовых изваяний кошек и другие древние артефакты. Большая часть обнаруженных под Каиром предметов относится к позднему периоду или 26-й династии фараонов, которые правили около 2700 лет назад. Также археологи сообщили, что им удалось найти гробницу высокопоставленного жреца Ватье, жившего во времена 5-й династии. Оригинальные костюмы супергероев Бэтмена и Робина уйдут с молотка в Калифорнии. В декабре месяце там пройдет аукцион предметов, относящихся к поп-культуре 1960-х годов. На нем, в частности, будет продан также ряд предметов из телесериала «Бэтмен». Костюмы Бэтмена и Робина, которые носили актеры Адам Уэст и Берт Уорд в американском телесериале 1960-х годов, выставлены на аукцион в Калифорнии. Их нынешний хозяин, коллекционер Джон Азарян, настоял на том, чтобы эти костюмы были неразлучны и продавались как один лот. Организаторы ожидают, что смогут выручить за них от 150 до 200 тысяч долларов. Это единственный сет полностью укомплектованных костюмов Бэтмена и Робина на планете. Многие вещи просто-напросто выбрасывали или использовали в других проектах. Никто не предполагал, что в будущем это может обрести такую ценность. А эти костюмы, можно сказать, находились в капсуле времени. Они выставлялись по всему миру и обрели немалую важность. Все их любят, потому что они очень узнаваемы. Эти костюмы – лишь один из более чем 200 лотов из коллекции Азаряна, относящихся к поп-культуре 1960-х, которые будут выставлены на аукцион. Помимо них, с торгов уйдут работающий Бэт-телефон из Бэтмобиля, за него организаторы намерены выручить 50 тысяч долларов, а также бюст Шекспира, с помощью которого открывался вход в Бэт-пещеру. Его оценочная стоимость – 40-60 тысяч долларов. Кроме того, на аукционе можно будет приобрести костюмы мистера Спока и капитана Кирка из телесериала «Звездный путь», наряд Чудо-женщины из одноименного шоу и розовый гаремный костюм из сериала «Я мечтаю о Джинни». Торги пройдут 17 декабря. Вернемся к новостям нашего региона. Мининновации инициировал внесение изменений в постановление правительства по увеличению продаваемого в киосках перечня продукции без применения кассового оборудования. Данное решение позволит газетно-журнальным киоскам привлечь дополнительные доходы и, следовательно, заинтересовать предпринимателей в открытии таких киосков в районах Якутии. По словам представителя Министерства инноваций, ранее был установлен достаточно ограниченный ассортимент продукции, который можно продавать в киосках. В городе Якутске газеты и журналы распространяются через сеть киосков Горпечати, издательства Нордпресс, в сети книжных магазинов «Книжный маркет», в почтовых отделениях. Других населенных пунктов специализированных киосков не имеется. С 25 ноября по 1 декабря уже в 7-й по счету раз пройдет всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД», которая приурочена к Всероссийскому дню борьбы со СПИДом. С сегодняшнего дня и по 1 декабря Управление Роспотребнадзора по Якутии проводит горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Профилактика заболеваний и безопасное поведение, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование. Какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике? На эти и другие вопросы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Якутии. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. Отмечу также, что линия принимает звонки с 10 до 17 часов с перерывом с 13 до 14.
В Нерюнгри по горячим следам нашли подозреваемого в краже денег с банковской карты. Пострадавший 45-летний местный житель рассказал полицейским, что с его карты украли 15 тысяч рублей. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, расскажи, пожалуйста, удалось ли найти того, кто украл деньги? Да, Василий, подозреваемого долго искать не пришлось. Им оказался приятель потерпевшего. Выяснилось, что в тот день мужчина был в гостях у своего приятеля, с которым они вместе выпивали. Через какое-то время он уснул, а его приятель решил продолжить выпивать и взял его карту и, зная пин-код, снял оттуда деньги и продолжил развлекаться. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительница Нерюнгри поверила аферисту и лишилась 50 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что по ее паспортным данным кто-то пытался получить карту их банка. Женщина ответила, что не пользуется услугами этого банка. Тогда он решил подойти с другой стороны и спросил, есть ли у нее карты других банков, на что потерпевшая ответила, что есть. Он сообщил, что с одной из ее карт пытались несанкционированно снять деньги и необходимо заблокировать карту, но сначала нужно снять с нее деньги и через банкомат положить их на номер электронного кошелька, который он назовет. Он убедил ее, что деньги вернутся ей обратно в течение одного рабочего дня. Женщина выполнила все названные действия, но деньги обратно не вернулись. Тогда потерпевшая позвонила по номеру горячей линии банка и сообщила о случившемся, на что ей ответили, что номер, с которого ей звонили, не принадлежит сотрудникам банка, а она общалась с мошенниками. В Нерюнгри мужчина украл аккумуляторные батареи. По его собственному признанию, он планировал их продать. Выяснилось, что 20-летний уроженец поселка Чульман уже не раз привлекался к уголовной ответственности за воровство. Ночью, проходя мимо одной из автостоянок города, он перелез через забор и стал искать что-нибудь ценное. Увидев на одном из грузовых автомобилей 2 аккумуляторные батареи, которые были плохо закреплены, он украл их. Затем он вынес похищенное за территорию стоянки и спрятал неподалеку в лесном массиве. На следующий день молодой человек вывез аккумуляторы на автомобиле и спрятал у себя дома. Однако продать их он так и не успел. Похищенные у него изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 5 лет. Под Иркутском задержали мужчину, пытавшегося убить знакомую в лесу. По сообщению Следственного комитета ему предъявили обвинение. Пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой. Силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. Женщина также показала следы от ударов на голове и раны на груди. По ее словам, мужчина также угрожал ее матери. По версии следствия, нападавший оставил жертву в лесу и скрылся. Женщина осталась жива благодаря тому, что сумела добраться до автомобильной дороги. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Я сказала, говорю, Максим, хватит. Я, говорю, поняла, что я виновата, что я была не права, прости. Он сказал, нет, от Людвига Даниловича 1 шаг. Он сказал, или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя, говорю, бью ножом. И когда я легла на землю, он мне надавил сюда вот на грудь нож. И заколотил его туда. И вкрутил его, прокрутив. Когда он видел, что я еще живая, он воткнул 2-й раз и сказал, какая ты живучая. Потом 3-й раз он мне уже его нанес с такой силой, что, ну, и так сильно провернул, я уже поняла, что начала терять сознание. После чего он вытер об меня ножик, сказал, а теперь прощай. Переступив через меня, он уехал. По меньшей мере 2 человека стали жертвами сильной грозы с наводнениями, обрушившимися на южное побережье Франции. Одна женщина числится пропавшей без вести. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Южное побережье Франции в минувшие дни оказалось во власти сильных гроз, ливней и наводнений. Гигантские волны обрушились в субботу на побережье города Вильфранш-сюр-Мер, прямо рядом с Ниццей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на набережную выбрасывает пришвартованные лодки. По данным местных изданий, жертвами стихии стали по меньшей мере 2 человека. Один мужчина был найден мертвым возле города Мюи, примерно в 50 километрах к востоку от Канн. Второе тело нашли в расположенной неподалеку деревне Кабас. Одна женщина числится пропавшей без вести. В Каннах звучали сирены и предупреждения о приближении опасного шторма.
Людей призывали укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу. В воскресенье местная жительница сняла последствия грозы в городе. Потоки воды на улицах, затопленную набережную Круазет. В воскресенье дожди в регионе продолжились, хотя и утратили интенсивность. Синоптики сообщили, что уровень воды должен упасть в течение дня. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юрий, спасибо за информацию. Я напомню, что о чрезвычайных происшествиях рассказал мой коллега Юрий Осипов. Ну а мы двигаемся. Далее. Традиционный фестиваль «Зима» начинается с Якутии. В этом году набирает еще больше обороты. Как по масштабу, так и по географии участников. Как сказала министр туризма и предпринимательства Республики Ирина Высоких, помимо культурной части будет насыщенная и деловая программа фестиваля. Цитата: «Мы в этом году делаем ставку на максимальное освещение данного фестиваля, чтобы максимально рассказать людям по всему миру о нашем уникальном мероприятии», сказала она. Конечно, изюминкой фестиваля будет конкурс строганины и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», в котором в этом году принимает участие 10 ресторанов города. Главной целью является популяризация национальной кухни народов Крайнего Севера и Арктики. Жители и гости столицы также могут наблюдать за процессом создания ледовых культур. В Ледовом городке на 202-м микрорайоне стартовал конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Главная тема конкурса – «Легенды зимы». За 5 дней мастера изготовят сказочных персонажей. На месте работает наш корреспондент Сырглана Федорова. Сырглана, здравствуй. Сколько участников в этом году и что они уже успели смастерить? Приветствую, Василий. А здесь участники вытачивают из хрупкого зимнего материала, как лед, настоящие произведения искусства. Они приступили к работе сегодня. Наряду с якутскими мастерами борются и художники, и скульпторы из Китая, Монголии, Канады, Белоруссии и городов России. Всего 25 команд. Среди участников есть как профессионалы, так и любители. Им разрешено использовать только снег и воду, и разве что можно обрабатывать скульптуру специальными инструментами для резки. Всем участникам раздали одинаковые глыбы льда, и на работу им дается 3 дня. После того, как они завершат ледовые скульптуры, они приступят к созданию снежных фигурок. На это им дадут 2 дня. Полет фантазии творцов практически не ограничен. Они могут создавать все, что им захочется. Здесь созданы все условия. Есть домик, где можно согреться. Также подвели электричество для работы в вечернее время. И скоро здесь уже появятся ледовые скульптуры, которые вдохновлены героями сказок, образами литературы, историческими событиями. И, как говорят участники, в этом году теплее, чем в прошлом. И они нам рассказали, каким качество льда и какие композиции они создают. Давайте послушаем. У нас будет композиция, посвященная нашему русскому герою Добрыне Никитичу. Как он бьется со Змеем Горынычем. Вот. На реке Калка там, по-моему, это все было. Ну, в принципе, вот и все. Изображен момент боя Змея Горыныча с Добрыней Никитичем. А как вам качество льда? Ну, нет, лед, он сам по себе-то неплохой, но из-за температуры просто он трескается иногда. Ну, при низкой температуре тяжело работать, лед такой хрупкий становится. И при добыче где-то у него уже трещины появляются, там и все. Ну, а так, в принципе, лед нормальный. Мы обязательно хотим показать кусочек культуры нашей белорусской. Вот, и наша работа будет называться из снега будет называться «Сказка Беловежской пущи», а изо льда посвященная работа белорусской батлейки. В Якутии вообще все супер. Классные люди, классная природа, великолепная погода, обалденный лед просто. У нас, к сожалению, такого нет. Несмотря на холод, наравне с мужчинами соревнуются и женщины. Результат работы будут оценивать
профессиональные художники и скульпторы. И все творения можно будет увидеть и оценить уже в эти выходные. Василий? Да, Сарглана, спасибо за информацию. А мы двигаемся далее. Переходим к обзору спортивных событий. Российские распиристки заняли 2-е место на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в Каире, а подробности узнаем у моего коллеги Власия Сергеева. Власия, расскажи, пожалуйста, кому россиянки все-таки уступили? Василий, здравствуй. В борьбе за золото россиянки уступили представительницам сборной Италии. Встреча завершилась со счетом 40-42. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебряные медали этапа Кубка мира, который завершился в Каире. В финале турнира российская команда в составе Инны Дереглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидулиной уступила итальянкам. Встреча завершилась со счетом 40-42. В бронзовом финале сборная Франции со счетом 45-40 выиграла у команды США. Следующий этап Кубка мира по фехтованию на рапирах пройдет во Франции с 13 по 14 декабря. Сборная Испании по теннису со счетом 2-0 победила команду Канады в финале Кубка Дэвиса. Турнир завершился в Мадриде. А в первой игре матча до 2 побед Роберто Баутиста Агут выиграл у канадца Феликса Оже-Алиасима со счетом 7-6, 6-3. Во второй встрече лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль одержал победу над Денисом Шаповаловым со счетом 6-3, 7-6. Для сборной Испании эта победа на Кубке Дэвиса стала 6-й в истории. Напомню, российские теннисисты дошли до полуфинала турнира, где уступили канадцам со счетом 1-2. Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Арабских Эмиратов в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае. Встреча завершилась со счетом 1-4. В составе победителей взятия ворот провели Мохаммед Аль-Жасми, Али Мохаммед, Хешам Мунтаси и Валид Бешер. Единственный гол россиян забил Артур Папоротный. Российская команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы С. На счету команды 3 очка после 2 матчей. Сборная Арабских Эмиратов идет на 2-й строчке, имея в активе также 3 пункта. В следующем туре россияне сыграют с белорусами, а команда Эмиратов встретится с Сенегалом. Футболисты московского «Динамо» со счетом 2-1 обыграли Ростов в домашнем матче 17-го тура российской премьер-лиги. В составе победителей дубль оформил Максимилиан Филипп. Оба мяча немецкий нападающий забил с пенальти. У ростовчан взятие ворот провел Ивелин Попов. Благодаря этой победе динамовцы продлили беспроигрышную серию в лиге до 5 матчей. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. На ее счету 21 очко. Ростов располагается на 5-й строке, набрав 30 баллов. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет 1 декабря. Ростов же днем ранее дома примет Екатеринбургский «Урал». В других матчах 17-го тура железнодорожники на выезде со счетом 3-2 обыграли Тамбов. Оренбург дома уступил Ахмату 1-2. С таким же счетом Рубин на своем поле проиграл Зениту. Уфа и Сочи сыграли в ничью со счетом 1-1. Очки также поделили Урал и Спартак, сыгравшие в нулевую ничью. Краснодар одержал гостевую победу над Арсеналом 2-1 и ЦСКА выиграл у Крыльев Совета в домашнем матче со счетом 1-0. Екатеринбургский автомобилист со счетом 2-1 одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе хозяев льда шайбы забросили Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон. У армейцев отличился Кирилл Капризов. Для ЦСКА это поражение стало 5-м в 6 последних встречах. Несмотря на это, московский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 43 очка. Автомобилист идет 6-м на Востоке, набрав 35 пунктов. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с Челябинским «Трактором», а автомобилист на своем льду примет Нижегородская «Торпеда». Обе игры пройдут 26 ноября. Якутяне завоевали 2 медали на первенстве мира по киокусинкай карате. Турнир, участие в котором приняли более 1000 спортсменов из 25 стран, прошел в Токио. Алданский каратист Глеб Аксенов, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, завоевал награду высшей пробы в возрастной группе до 14 лет. Среди участников не старше 12 лет медаль бронзового отлива завоевал Богдан Литвиенко, выступавший в весе до 50 килограммов. Оба спортсмена состязались под руководством нюрнбергского тренера по киокусинкай карате Георгия Казанашвили. В Якутске завершился турнир по настольному теннису ТОП-10 «Надежда Республики» на призы ветерана спорта Василия Данилова. Участие в традиционных соревнованиях приняли 10 юношей и 10 девушек с наилучшими показателями согласно официальному республиканскому рейтингу, а также взрослые спортсмены. В одиночном разряде среди юношей победу праздновал Владимир Кривошапкин из Чурапчинского Улуса. У девушек сильнейшей оказалась Маргарита Решетникова из Нюрнбергского района. В смешанном парном разряде золотые медали завоевал дуэт в составе Владимира Кривошапкина и Валерии Аллаховой.
Алагуевой. В абсолютном же первенстве среди мужчин победу одержал Дмитрий Винокуров из поселка Хатас. Среди женщин золото завоевала Аина Петрова из Амгинского Улуса. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Да, Власий, спасибо. Обзор спортивных событий для нас провел Власий Сергеев. А мы двигаемся далее. Итак, режиссеров, постановщиков массовых театрализованных представлений наградили в Москве. Торжественная церемония Всероссийской премии «Театр масс» проводится уже в 14-й раз. Лауреатами этой престижной награды неоднократно становились и якутские проекты, например, «Открытие игр. Дети Азии». В этот раз Якутия тоже оказалась в призерах. Всего же было 63 заявки со всей России. Заявлено 10 основных номинаций, и 2 уехали в Якутию. В категории «Национальный календарно-обрядовый праздник» победителем стал Иссык-Аланхо-2018 в Алдане. Он обошел проекты из Татарстана, Петербурга, Ставрополя и Магадана. А в номинации «Праздник государственного значения» главный приз получило театрализованное представление «Свет над Арктикой», который представили в День государственности Якутии в спорткомплексе «Триумф». И попросить сейчас подняться наш уважаемый жюри. Дорогие друзья, мне бы хотелось, чтобы мы с вами поприветствовали. Самый большой герой – это все артисты нашей республики, все видные деятели культуры и, наверное, все неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии республики и развитии Арктики. Потому что это мероприятие было организовано в рамках закрытия Северного форума по устойчивому развитию. Идейным вдохновителем является Андрей Савич Борисов. Он предложил такое креативное решение, как можно показать развитие Арктики через художественную форму. Из Якутии всегда приходят проекты очень интересные, значимые, хорошо поставленные, яркие. Праздники интересные еще и изобразительно, потому что там же другая стилистика. Ну, Иссык-Аланхо, например, смотреть одно удовольствие. То есть хочется тоже туда в поле и тоже хочется встречать солнце. В Якутске продолжается конкурс на вакантную должность директора Национального художественного музея. Вместе с тем на площадке портала «Команда Якутия» продолжается прием предложений от граждан по улучшению работы музея, а также предложения по модернизации и так далее. На связи Александр Хавренко. Александр, здравствуй, ждем подробностей. Приветствую, Василий. Да, сейчас у нас действительно в республике идет конкурс на замещение вакантной должности директора Национального художественного музея. Проблема в том, что не все соискатели понимают, кого, собственно говоря, ищут музей. Почему-то многие думают, что если директор музея, то должна быть какая-то до этого карьера в музее или опыт работы в музее. На самом деле нет, на самом деле достаточно иметь 5-летний опыт управленческой работы и подать свое резюме через портал команды Республики Саха-Якутия и ждать результатов. Может быть, конкурс состоится. Ну, если будет достаточное количество людей, то конкурс состоится и выберут нового директора. Но помимо этого на портале команды Республики Саха-Якутия еще идет прием предложений по улучшению и по модернизации работы самого музея. Ведь многие привыкли, что музей — это просто висящие картины и стоящие статуи. На самом деле нет. На самом деле музеи идут в ногу со временем, и новые технологии для них совершенно не новинка. Давайте о том, чем сейчас живет музей, что хорошего и интересного в нем происходит, нам расскажет Влада Тимофеева, заместитель директора музея по научной работе. Добрый день. Ну, что интересного у нас в музее? Добрый день. Действительно, в нашем музее проходит активная работа по внедрению информационных технологий. Ну, наверное, многие жители республики знают такой проект, как виртуальный национальный художественный музей. Он направлен принципиально на улусы республики, и когда каждый житель нашей республики имеет равные права на культурное достояние. Также очень интересен, на мой взгляд, проект «Якутия арт-музей», связанный с дополненной реальностью. Так каждый посетитель может с помощью мобильного приложения, скачанного, узнать больше и много интересного про
то или иное произведение. И буквально в этом году, в 2019 году, наш музей победил в федеральном конкурсе нацпроекта «Культура» по программе «Артефакт». И 15 декабря мы приглашаем всех на презентацию этого проекта с мультимедиа-аудиогидом. Спасибо большое. Ну, как вы видите, да, музей – это действительно интересно, это действительно познавательно, поэтому почему бы в ближайшее время не собраться с семьей и не сходить в музей. Ну, а для тех, кто все-таки хочет какого-то карьерного роста, хочет занять руководящую должность, зайдите на портал команды Якутия и попробуйте свои силы. Может быть, следующим директором музея станете именно вы. Василий, тебе слово. Александр, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что на прямой связи был наш корреспондент Александр Хавренко. И в завершении о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сейчас минус 23 градуса, облачно, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Ленске чуть теплее, минус 20, ветер также 3 метра в секунду и все так же облачно. Облачно и в городе Мирном. Минус 30 градусов, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, но слабее ветер в Нерюнгре. И солнечно, в отличие от других крупных городов. Там температура остановилась на отметке минус 33 градуса. И в столице региона, городе Якутске, минус 31 градус, облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду и на данный момент без осадков. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.